В эфире «Итоги недели», в студии Нурбек Иманов. Здравствуйте. Мир в стране, целостность суверенного государства, единство народа и стабильность в обществе превыше всего. Нет ничего дороже жизни человека. Таков главный посыл ухода Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства. 2 недели Кыргызстан находился в состоянии перманентного протеста и противостояния. Итоги прошедших 4 октября выборов в Жогорку-Кеңеш стали катализатором протестных акций. Сторонники и представители 12 политических партий, которые не смогли преодолеть 7% барьер в ходе выборов, вышли на площадь Алато. Они говорили о многочисленных нарушениях и массовом подкупе избирателей, о замедленной реакции ЦИК на сигналы о нарушениях в ходе голосования, об очевидных недоработках избирательного законодательства. Звучали требования об отмене результатов голосования. Не обошлось и без штурма здания ЖК и кабинета главы государства. Был даже момент вакуума политической и государственной систем. Мы все были свидетелями хроники этих событий и протестных акций. Средства массовой информации достаточно подробно и наглядно освещали их. Весь мир следил за событиями в Кыргызстане. По мнению зарубежных аналитиков и политических экспертов, Кыргызстан оказался на грани гражданской войны и потери государственности. Подобные прогнозы экспертов звучали и прежде. Всякий раз, когда народ искал справедливости и выходил на улицы, аналитики пророчили республике распад и потерю государственности. Но мудрость тысячелетней истории кыргызского народа, очевидно и вопреки всяким прогнозам, подсказала и политикам, и обществу единственно правильное решение в создавшейся ситуации и выход из политического кризиса. Завершилось противостояние добровольной отставкой президента. После отказа спикера парламента Каната Исаева от исполнения обязанностей главы государства, полномочия президента, согласно основному закону республики, перешли к премьер-министру. В стране произошла мирная передача власти. Об этом заявил и исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров. Подробности политической ситуации в сюжете Аяны Дюшикеевой. Массовые протесты против результатов парламентских выборов привели к смене власти. Такого поворота событий, как уже сейчас, оглядываясь назад, говорят политологи, никто не ожидал. Не ожидали и сами демонстранты. Митинг, на котором сторонники оппозиции протестовали против итогов выборов, 5 октября перерос в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов. Тогда же штурмом был взят Белый дом. Центр избирком сообщил, что результаты выборов депутатов отменил, пообещав назначить повторное голосование. Кыргызстан оказался в зоне политической, очень мощной политической турбулентности в связи с тем, что были обвинения о том, что используются незаконные средства в политической борьбе, как подкупы голосов избирателей, использование административного ресурса и другие. Поэтому 6 октября Центральная избирательная комиссия в пик, так сказать, вот этих народных возмущений или большой группы людей, значит, приняла политическое, в общем-то, решение о признании, значит, вот этих вот результатов выборов по республике недействительными. И я считаю, что это снизило вот определенный накал, не допустило эскалации вот этих протестов. Был освобожден бывший депутат Садыр Джапаров. Он выступил перед митингующими, призвав к благоразумию и терпению, отметив, что все вопросы должны решаться законно. Митинги продолжались несколько дней. Только с 3-го раза удалось одобрить кандидатуру Джапарова на должность главы Кабмина. Наконец, вопрос легитимности его избрания отпал. Кыргызстан уверенно возвращается в правовое русло. Следующим шагом должно стать проведение свободных и справедливых парламентских выборов. Митинги, однако, не прекращались, а вместе с тем и реальная угроза государственности Кыргызстана, говорят аналитики. Вновь и вновь митингующие выступали за отставку Сооронбая Жээнбекова. Люди планировали дойти до госрезиденции Аларчак, которой уже начала стягиваться военная техника. Тогда же стало известно о том, что Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента. Обращаясь к кыргызстанцам, в минувший четверг он сказал, что не останется в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. А текущая ситуация была близка к двустороннему конфликту. С одной стороны протестующие, с другой военнослужащие и правоохранительные органы, которые обязаны применять оружие для защиты резиденции. Но никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе, сказал экс-президент.
Особенности вот этих событий, которые происходили, ну, скажем так, с 5 по 14 октября, заключается в том, что у нас в 2005 году и в 2010 году президенты были вынуждены бежать из страны. А сейчас, по сути дела, произошел такой бархатный сценарий, когда не было большого числа человеческих жертв, и когда президент, он может дальше жить и работать в Кыргызстане. Это для нашей страны это тоже юридический прецедент, поэтому я думаю, что очень важно как раз показать, что мы хотя бы вот здесь, вот в этом вопросе гарантии безопасности, в первую очередь, президента, мы идем по цивилизованному пути. На заседании Жогорку Кенеша здесь, в госрезиденции Ала-Арча, парламентарии приняли отставку президента, и это поистине исторический момент. В своей речи Сооронбай Жээнбеков отметил, что приложил все усилия для того, чтобы вернуться в правовое поле, и что жизнь и здоровье граждан для него ценнее всего. В своей прощальной речи на внеочередном заседании парламента Сооронбай Жээнбеков коротко остановился на достижениях за последние 3 года, в течение которых он занимал пост главы государства. Опираясь на поддержку кыргызстанцев, совместно со всеми ветвями власти удалось решить немало задач как внутренней, так и внешней политики. Удалось укрепить партнерство со странами, во взаимоотношениях с которыми наблюдалась некоторая натянутость, отметил Жээнбеков. Президенттик мөөнөтүнүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөрүштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Основой же трехлетней деятельности Сооронбая Жээнбекова стало выполнение предвыборных обещаний. Под эгидой развития регионов и в целях усиления экспортного потенциала Кыргызстана была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно занятым в сфере перерабатывающей промышленности. В числе приоритетных задач также были обеспечение населения чистой питьевой водой, реконструкция и строительство ирригационных систем, а также повсеместное внедрение современных технологий. С 6 октября начался новый отсчет времени. История и время дадут свою оценку. Все последние дни были тяжелым периодом для каждого кыргызстанца, сказал Сооронбай Жээнбеков, отметив, что решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в стране и не допустить раскола в обществе. Мен үчүн ар бир жараңыздын ден соолугу, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул кырак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. Сооронбай Жээнбеков должен сохранить все привилегии и статус экс-президента, сказал спикер парламента Канат Исаев. Он отметил большой вклад Жээнбекова в развитие страны. К слову, согласно Конституции, полномочия президента переходят именно спикеру. Исаев, однако, сообщил, что отказывается от исполнения обязанностей главы государства. Таким образом, они переходят к премьер-министру Садыру Жапарову. Мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга, бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.
Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиремин. Парламентские выборы таким образом, согласно Конституции, должны пройти в течение 2 месяцев, а досрочные президентские в течение 3. Исполняющий обязанности президента должен быть гарантом Конституции. Правительство должно заниматься текущим хозяйственным вопросом. Парламент быстро должен устранить те барьеры, которые есть в выборном кодексе. А Центризборком должен объявить выборы в один день и президентские, и парламентские. Если это 4 параметра мы сохраним, то до ближайшие 3-4 месяца мы опять, дай бог, вернемся в правовое стабильное поле. На фоне политического кризиса Сооронбай Жээнбеков получил поддержку международного сообщества в восстановлении стабильности и решении всех вопросов в правовом поле. Сооронбай Жээнбеков, 5-й президент Кыргызстана, пробыл в должности главы государства ровно 3 года. И 2-й, за которым сохранен статус и привилегии экс-президента. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Ала-Тоо, 24. Жогорку кеңеш одобрил программу и состав технического правительства и утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Утверждение кандидатуры проходило трижды. 2 раза депутаты, собиравшиеся на экстренное заседание палаты, поддержали кандидатуру Жапарова. Но отсутствие кворума, по мнению юристов, лишало легитимности принятые решения. 14 октября парламент в 3-й раз подтвердил свое решение по кандидатуре Садыра Жапарова. И это решение парламента уже не вызывало никаких сомнений даже у оппонентов назначенного премьера. Состав правительства после назначения на должность премьер-министра Садыра Жапарова обновился почти на 2/3, считают эксперты. Премьер-министр уверен, что в работу правительства необходимо привлекать молодые кадры. Наряду с молодыми специалистами к руководству некоторых ведомств пришли люди, которых рекомендовал сам коллектив. Опытные специалисты, не 1 год проработавшие в этих учреждениях и министерствах. Такой шаг сегодня вполне оправдан, потому что задача технического правительства состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку в республике и решить целый ряд неотложных как экономических, так и социальных задач. В том числе и в первую очередь это задачи подготовки к зимнему отопительному сезону, вопросы противодействия возможной 2-й волне коронавируса, активизация экономической деятельности и поддержка предпринимательства. Новоиспеченное правительство 32-е по счету, и это за 29 лет независимости Кыргызстана. Оно сформировано с 3-й попытки. А теперь в деталях. 6 октября в здании гостиницы «Доступ» проходит экстренное заседание парламента. На нем впервые избирают Садыра Жапарова премьер-министром. Но после выясняется, что кворума не было и легитимность ставится под сомнение. Вторая попытка произошла уже 10 октября. Народные избранники в госрезиденции Аларча одобрили программу Садыра Жапарова и состав правительства. Однако тогда Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, вернул постановление в Жогорку кеңеш. Он предложил рассмотреть этот вопрос с соблюдением всех требований законодательства. 14 октября на 3-м внеочередном заседании нардепам удалось собрать кворум. А чтобы был соблюден регламент на всех этапах, кандидатуру Жапарова выдвинула коалиция большинства, а другие коллеги поддержали единогласно. Программа менен структурада эч кандай өзгөрүү болгон жок. Өкмөттүн курамында анча-мынча бир 15-20% өзгөрүү болду. В составе и структуре правительства программа и структура остались неизменные. Как ранее я отмечал, остаются проблемы с бюджетом страны и экономикой. Стабилизация обстановки в стране, защита инвесторов, малого и среднего бизнеса, а также своевременная выплата соцпособий, зарплат, пересмотр соглашений по месторождениям тоже требует активного решения. Мы будем вовлекать молодежь во все сферы. В тот же день Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства. И 14 октября начался отчет работы нового Кабмина. А теперь о его составе. Что известно о новом главе правительства Садыре Жапарове? После освобождения в ночь с 5 на 6 октября он сразу обратился в суд.
Коллегия Верховного суда направила уголовное дело на доследование. Садыру Джапарову 51 год. Первое образование получил в физкультурном институте. Занимал различные руководящие посты, вел предпринимательскую деятельность. Был депутатом Джогорку Кенеша. После отставки президента и отказа спикера он автоматически стал его президентом. До выборов нового главы государства будет совмещать сразу две должности. Состав его правительства сменился почти на 2/3. Садыр Джапаров объясняет это люстрацией и курсом на обновление кадров. Так, первым вице-премьером назначена далеко не новая фигура – Артем Новиков. 33-летний чиновник ранее занимал различные должности, но больше известен как министр экономики в правительстве Сапара Исакова. Одним из вице-премьеров стал Равшан Сабиров. Ранее он возглавлял Минсоцразвитие. Именно с работой на этой должности связано его уголовное дело. Другой вице Махсат Мамытканов, лидер партии Чонгазад, был в рядах спецслужб, но ушел оттуда больше 10 лет назад. Сохранила за собой должность действующая вице-премьера Аида Исмаилова. Она пришла в правительство из депутатов. На последних выборах баллотировалась в ЖК от партии Беремдик. Пост главы аппарата правительства достался Бакыту Аманбаеву. Он многие годы проработал в различных СМИ. Одни у вас закрыли, а вторые просрочили не закрыли. В составе правительства появились действительно новые лица. Один из них – министр образования Алмазбек Бейшеналиев. С первых дней начинает вникать в тонкости дела. Он человек со стороны, но сфера, говорит, близка ему по душе. Да и образование позволяет. Является доктором исторических наук и кандидатом педагогических. Владеет 5 языками. Учился в зарубежных вузах, да и стаж получен за границей. Молодой глава Минобраза осознанно пришел на этот пост. Понимает, что сфера ответственная и даже есть видение на ближайшую перспективу. Сфера образования имеет характеристику формальности и консервативности, но мы должны внести новшества. Многое сделано в области цифровизации. Начатые дела должны быть завершены. Перед нами стоит задача, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда. А для этого нужна оптимизация, реформа, обновление содержания и повышение качества услуг. Нужно довести до логического завершения планы на этот год. Серьезно нас испытывает и пандемия. Одним словом, работы много. В Кабмине есть люди, которые довольно давно работают в системе и знают специфику. Таковыми являются глава КСИН Асхат Эгембердиев и Нурджигит Кадырбеков, возглавившие Минкультуры. Остались на прежних местах 8 чиновников. Министр труда и социального развития Улукбек Кочкуров приостанавливал полномочия на время предвыборной кампании и баллотировался от партии Беремдик. После выборов вернулся на свое кресло. На местах остались также министр экономики Санжар Мукамбетов, сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, юстиции Марат Джаманкулов, также главы Госкомитета информационных технологий и налоговой службы. Вместо Джаната Бейшенова министром транспорта и дорог стал Бакыт Бердалиев. Глава МВД вместо Кашхара Джунушалиева теперь Улан Ниязбеков. Министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова заменил Руслан Казакпаев. Минфин возглавил Кыялбек Мукашев, Минздрав Алымкадыр Бейшеналиев, МЧС Бобек Аджикеев. Председателем ГКНБ назначен Камчибек Ташиев, ГСБ Псаймых Джапыкеев и ГКПН Джиргалбек Сагынбаев. Произошла и определенная смена руководителей областей. Так, Сабыр Кулашимбаев назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области, Айбек Бузурманкулов – полпредом в Таласской области, Мирбек Мияров – в Чуйской. Садыр Джапаров – это первый премьер-министр, который избран народом. Это прямая демократия. Это потом поддержали и Джогорку Кенеш, и президент Сооронбай Шарипович пошел навстречу. Он сейчас назначил министров. Половина не из его команды, с других там фракций, с других партий и так далее. Но если у Садыра Джапарова не получится что-то, будет отвечать он сам лично. Состав правительства был сформирован в спешке, оно и понятно. Джапаров говорит, что в ходе деятельности Кабмина могут быть внесены изменения. Учтут гендерный вопрос, привлекут также молодежь. Как бы там ни было, завидовать не приходится. Нынешний Кабмин пришел в тяжелое время. Тут пандемия пошатнула и без того слабую экономику. Вдобавок и череда беспорядков породила большое количество социальных, политических и экономических проблем.
Новому правительству необходимо придерживаться железной дисциплины. От них требуется честный, справедливый, ответственный подход к работе. Перед ними стоит задача выполнить просьбы и требования народа, а их много. В частности, обеспечение стабильности, недопущение продовольственного кризиса и другие. Огромная ответственность лежит на каждом члене Кабмина. Одна из первоочередных задач – восстановление экономики. Разрываются международные договоры, в бюджет страны недопоступают миллиарды сомов. В свете всех событий Россия временно приостановила финансирование. Одним словом, фронт работы широкий. Должна быть четкое разделение политики и экономики. Надо сказать своему правительству, исполнительным органам, а также руководителям государственных корпораций и предприятий, не лезьте в политику. Не будете участвовать на предстоящих выборах. Будете сидеть на месте и заниматься своим непосредственным делом, хозяйственным делом, экономическим делом. Садыр Джапаров уже активно приступил к своим обязанностям, сообщил его пресс-секретарь и добавил, что поставлены приоритеты, есть четкие цели и задачи. О планах и видениях на ближайшую перспективу Джапаров рассказал в интервью международной телекомпании «Аль-Джазира» и РТР. На данный момент очень много СМИ, международных и наших СМИ, звонят взять интервью, просят аудиенции. В основном они интересуются по двусторонним отношениям, по ситуации в Кыргызстане и как дальше будет развиваться, и какие намерения есть, как сделает Садыр Ладжевич, как поступит дальше. Сроки у нового правительства сжатые. Со слов политологов, потенциал нужно проявить в течение 3 месяцев. 100 дней достаточно, чтобы понять его дееспособность. Демира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Алато, 24. Итоги недели. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров выступил с обращением к народу Кыргызстана. 4 октября народ выбирал свое будущее, надежду, обновление. Он выбирал справедливость. Но, к сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа, говорится в обращении. По мнению премьера, осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосоздания. Люди разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов с единым фронтом выступили против беззакония, произвола, использования административного ресурса, против подкупа и фальсификаций. Такого страна еще не видела, считает Садыр Джапаров. В эти дни мы все стали кыргызстанцами, единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда. Мы не позволим трайбализму взять вверх. 5 октября народ сказал свое слово, говорится в обращении. Премьер-министр озвучил главную цель своей деятельности – установить справедливость в стране, начать реальную борьбу с коррупцией. Борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. В рамках этой борьбы судебная реформа будет проводиться под контролем общественности, а не под патронажем аппарата президента, как это было до сих пор. Садыр Джапаров дал гарантию того, что криминалитета в стране не будет, диктовать свои условия, а вопрос о выводе 700 миллионов долларов из страны и роль Матраимовых в этом деле будет решен в самые кратчайшие сроки, отметил премьер-министр. Он также остановился на вопросах стабилизации экономики и задачах инвестиционной политики, на вопросах безопасности и поддержки предпринимательства. В обращении премьер-министр отметил, что новое время открывает новые возможности в организации государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить ненужные государственные структуры, сократить огромную армию чиновников и бюрократов. Оптимизацию государственного управления новый премьер намерен начать с аппарата президента и аппарата правительства. Созидательная деятельность развития страны и благополучия народа – вот цели, на которые премьер-министр намерен направить свои возможности, силы, знания, профессиональный и жизненный опыт. В своем обращении уже в качестве исполняющего обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров определил приоритеты его деятельности. Минувшие дни стали очередным испытанием на прочность независимости, свободы, демократии, многонационального согласия и единства народов Кыргызстана, говорит он. Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания. Такого количества людей разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола,
применения административного ресурса, подкупа и фальсификации страна еще не видела. Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами, единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда. Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово. Любой коррупционер, независимо от его статуса, будет привлечен к уголовной ответственности. Садыр Джапаров отметил и то, что наконец будет поставлена точка в деле о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана. А основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам. И мы сможем предоставить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково. К слову, ГКНБ уже начал досудебное производство по факту коррупции в таможенных органах страны. В релизе комитета сказано, что в системе ГТС с начала 2016-го и по настоящее время со стороны бывшего зампредседателя Раима Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере. Речь была эмоциональная, очень грамотная, поставленная и по пунктам понятная для простого населения. Но хотелось бы сказать, чем отличается эта речь. Да? Во-первых, она отличается конкретикой, что будет конкретно посажен Матраимов, названы фамилии, что будут привлечены к ответственности виновные вот ковидом летом, который люди болели, умирали, виновные и понесут какие-то, будет дана правовая оценка. Будет создан специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой Кыргызстана. Все ненужные госструктуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Сейчас, как отметил исполняющий обязанности главы государства, необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и защитить предпринимателей. И самое главное, конечно, инвестиционный климат тоже самое будет развиваться. Да? То есть все, что нужно, уже сказано. Другое дело, как это начнется работа, я считаю, в этом случае нужно приводить новые кадры во всех сферах. Да? И, конечно, прежде всего не забывать молодежь. Нужно понимать, что помнить то, что молодежь была в авангарде всех событий и 2015 года, и 2017 года, и вот сейчас тоже. Поэтому они заслуживают всего того, что, вот, например, они сохранили наш город. Окопившиеся проблемы многие руководители откладывали в долгий ящик, результатом чего стала неготовность системы здравоохранения к пандемии коронавируса. Сейчас начнется ревизия по кредитам, взятых на борьбу с COVID-19. Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а не прозрачный механизм их распределения, основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни. Акцент в своем обращении Садыр Джапаров сделал на том, что криминал перестанет диктовать свои условия. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах. Борьбу с криминалом аналитики называют одной из наиболее актуальных сегодня задач. В этом плане он тоже четко расставил моменты, что криминал
будет задавлен, криминал не будет диктовать свои условия бизнесу, и, следовательно, иностранный капитал и бизнесмены, которые занимаются вот этим бизнесом, они должны быть защищены. Я думаю, что в этом обращении было четко расставлены акценты. При этом молодежь станет активным проводником в государственной политике. Именно талантливые и прогрессивные молодые люди будут вершить будущее страны, отметил Джапаров. Будет в корне изменена кадровая политика. Молодежь уже доказала конкурентоспособность на политической арене. Исполняющий обязанности главы государства Садыр Джапаров заявил, что все свои возможности, знания, профессиональный и жизненный опыт направит на созидание и развитие страны. Но для выхода из кризиса нужна поддержка народа. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Ала-ТО 24. Подготовка к зимнему отопительному сезону, на первый взгляд, ежегодная привычная задача, решение которой не должно вызывать особых сложностей. Но каждый год имеет свои особенности, и не только природные. 2020 год в этом смысле надо считать особенным многократно. Противодействие распространению коронавируса и борьба с пандемией, введение карантина и чрезвычайного положения, которое в значительной степени ослабило экономические позиции страны и привело к серьезному дефициту бюджета, парламентские выборы и их общественно-политические последствия, предстоящие новые парламентские выборы и выборы президента, которые тоже потребуют немалых средств из бюджета страны. Одним словом, подготовка республики к зиме в таких сложных условиях – дело далеко не простое, и привычные формулы решения этой задачи тут вряд ли подойдут. Тем не менее, подготовка к зиме была начата своевременно и проходит в рамках намеченных мероприятий. Как этот процесс выглядит сегодня и насколько республика будет готова к зимним холодам? Ответы в материале нашего корреспондента Улана Касенова. Зима не за горами, а это значит, что у энергетиков самая напряженная пора. Подготовка к холодам начинается еще весной, чтобы, когда нагрузка на линии традиционно растет, население не осталось без электричества. По сообщению ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», на сегодня все объекты, высоковольтные линии и подстанции прошли капитальный и текущий ремонт. Проведена необходимая модернизация и реконструкция. Другими словами, можно с уверенностью говорить, что объекты НЭС готовы к несению зимних нагрузок. Кроме того, в грядущий понедельник состоится заседание Центрального штаба, где будут обсуждены вопросы завершения работ специальных комиссий, которые были созданы для проверок деятельности предприятий высоковольтных сетей на их готовность. Будут обсуждены и проанализированы выявленные ранее замечания и их устранения, а предприятиям будут вручены паспорта готовности. Завершают подготовку к холодам и теплоэнергетики. К примеру, в столице батареи начали греть квартиры бишкекчан с 9 октября. Перед тем, как в квартиры поступит тепло по многокилометровым трубам и столичной ТЭЦ, необходимо проверить всю систему отопления зданий. Специалисты проверяют циркуляцию тепла в трубах и тепловой вычислитель, который измеряет давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики. Температура теплоносителя, который входит в дом, 52 градуса. Теплом город обеспечивает две организации. Одна из них ОАО «Бишкек Теплосеть», выполнившая почти всю работу, подключив более 90% домов. На сегодня на столичной ТЭЦ имеется свыше 250 тысяч тонн угля. График поставок рассчитан на весь осенне-зимний отопительный период. Всего будет поставлено 1 миллион 110 тысяч тонн угля. Кроме твердого топлива идут поставки мазута и газа. График поставок он рассчитан до конца осенне-зимнего отопительного периода, до весны 2021 года. Так как одномоментно поставить 1 миллион тонн угля это технически невозможно, а поставки идут по графику. На сегодняшний день никаких срывов в поставке нету, а полностью выполняется график поставок. Помимо подачи тепла в благоустроенные квартиры, идет целенаправленная поддержка и малообеспеченных семей Бишкека, большая часть которых проживает в новостройках. Если раньше уязвимые слои населения получали поддержку углем, то ныне 3500 семей уже получили деньгами. Дополнительно нуждающимся раздают и дрова. На стадии завершения подготовка к ОЗП коммунальных служб и в регионах республики.
республики. В селах Джаргылчак и Ахтерек Жетегузского района заменено устаревшее электрооборудование. Всего в местности будут установлены 150 железобетонных опор и протянуты новые электропровода протяженностью более 4 километров. Всего за 9 месяцев энергетики региона произвели замену значительной части устаревшего электрооборудования в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Все эти мероприятия направлены на бесперебойное обеспечение электроэнергией в осенне-зимний период. Сельчане рады, что замена проводится в свое время. Никто не знает, какая будет зима, и это приятная новость для жителей. В многоэтажных домах Джалалабада с отоплением проблем не возникнет. Централизованная теплосеть готова к осенне-зимнему периоду. Отремонтированные котлоагрегаты, старые котлы заменены на новые. Заготовлены мазут и твердое топливо. Городское предприятие снабжает теплом свыше 50 многоэтажных зданий, 30 бюджетных и коммерческих учреждений. И если в городе свыше 200 многоэтажек, то из них подключена к центральному отоплению лишь треть. Остальные обогреваются электричеством. Но компания постепенно берет их в свое ведение. Сейчас на стадии завершения подключения 11 многоэтажных жилых домов. 3 котла работают на газе, 5 на мазуте, остальные на твердом топливе. Установленные в текущем году котлы отличаются быстрой теплоотдачей, что экономит уголь. Нарынская область известна своим суровым климатом. В этом году тепло в многоэтажные жилые дома и организации подали на неделю раньше обычного по причине резкого изменения погоды. Всего для потребителей Нарынской области необходимо заготовить 98 тысяч тонн твердого топлива. На данном этапе завезено меньше половины необходимого угля. Вместе с тем цены на топливо не превышают 3500 сомов за тонну. Самому дальнему региону страны, Баткенской области, для прохождения осенне-зимнего периода необходимо 120 тысяч тонн угля. Для обеспечения населения твердым топливом на территории области действуют 72 угольных склада и 50 мобильных станций, которые ездят по селам и продают топливо. На сегодняшний день учреждения здравоохранения и образования обеспечены им более чем наполовину. Большинство стационаров, которые расположены в образовательных учреждениях, тоже обеспечены углем. На сегодня тонна угля во всех точках продается от 3,5 до 6-7 тысяч сомов, а стоимость сюлюктинского угля составляет порядка 7-8 тысяч сомов. Коронавирус илдетине байланыштуу абал өлкөдө курушпойдон калууда дагы эле. Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, но несмотря на это, силами местных властей были открыты стационары в учебных заведениях, которые полностью готовы к зиме. Они обеспечены углем и бесперебойной подачей электроэнергии. На сегодня для граждан, проживающих в частных домах и отапливающих свое жилье твердым топливом, в первую очередь важен вопрос цены на твердое топливо. Именно в этих целях Министерство экономики подготовило проект постановления, предусматривающий введение временного регулирования цен на уголь. Также в ведомстве отмечают, что режим чрезвычайной ситуации, самоизоляции и ограничений, введенный для противостояния распространению коронавирусной инфекции, негативно отразился на финансовом положении населения. На топливных базах столицы продажа угля уже идет полным ходом. В свою очередь, покупатели отмечают, что цена на уголь выше, чем в прошлом году. Если данное постановление будет принято, то будет введен контроль за ценами, которые будут реализоваться у нас в республике. В течение 90 дней этот контроль будет осуществляться. Данное постановление правительства направлено на те цены, на тот уголь, который будет реализоваться свободно на рынке. Чтобы в тех случаях, когда, скажем, на рынке будет чувствоваться, если, скажем, нехватка угля, то чтобы не было спекулятивного поднятия цен. На большинстве складов в Бишкеке в настоящее время реализуется уголь Карагече. Сотрудники говорят, что те, кто привозит уголь непосредственно с месторождения, необоснованно завышает стоимость твердого топлива. Жылда 3,5 миңден алчык көмүрдү. Быйыл 4 миң дейт го, сезон башталып электе эле. Муну бүт КАМАЗтер кымбаттатып атат дейт. Ишениш кыйын болуп атат.
Кимиз калп айтып атат, кимиз чын айтып атат. Көп алып атат. Азыр көмүрдүн баасы 4000 сомдон болуп атат. Негизи жылга караганда киши көп алып атат, белчи. По сообщению антимонопольного ведомства, стоимость угля в Бишкеке составляет 3800 сомов за тонну. Меньше в Нарыне 3500, а дороже всего в Баткене 7000 сомов за тонну. Проект по утверждению цен на уголь на осенне-зимний отопительный период находится на рассмотрении правительства. В прошлом году цена угля была 2600, 2700 до 3. Продавали по 3500. А в этом году оптовая цена привозят по 3800, по 3900, продают по 4200, по 4500. После определения цены на уголь информация будет предоставлена продавцам. В случае завышения цен налагается штраф до 28 тысяч сомов. Улан Касенов, Алмаз Нурманбетов, Алато 24. Итоги недели. Госкомитет национальной безопасности выявил коррупционную схему по поставке угля на ТЭЦ города Бишкек. Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных рисков в топливно-энергетическом секторе установлена коррупционная схема по незаконному побору денежных средств со стороны ответственных сотрудников ТЭЦ города Бишкек при поставках бурого угля консорциумом ГП «Кыргызкөмір», сообщила пресс-служба ведомства. По данным спецслужб, ответственные работники ТЭЦ города Бишкек по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности угледобывающих компаний за положительное вынесение решения лаборатории о соответствии качества угля получают определенное денежное вознаграждение. Данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на износе оборудования ТЭЦ города Бишкек, а также приводит к увеличению загрязняющих выбросов в атмосферу. В настоящее время по данному факту ГСУ ГКНБ КР зарегистрирован материал досудебного производства по статье 237 «Коммерческий подкуп» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках следствия проводится работа по устранению всех причастных лиц, участвующих в данной противоправной деятельности. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что в мире на сегодня нет второй волны коронавируса, но есть страны, где количество случаев заражения растет, и страны, где этот показатель, наоборот, снижается. Тем не менее, в мире побит новый рекорд зарегистрированных случаев коронавируса – 2,2 миллиона случаев заболевания за неделю. С начала пандемии в мире заразились 39,3 миллиона человек, умерло более 1 миллиона. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в США – более 8 миллионов, в Индии – 7,43 миллиона, в Бразилии – 5,2 миллиона. Со второй половины сентября в Кыргызстане статистика случаев коронавируса и внебольничной пневмонии показывает неуклонный рост количества заболеваний. По данным Республиканского штаба 17 октября за сутки выявлено 470 случаев коронавируса. Это вторая волна или последствия несоблюдения жителями республики санитарных норм, правил карантина и требований социальной дистанции. Специалисты пока на этот вопрос ответить не готовы. Тему продолжит Надежда Усова. Мир не успел оправиться от первой волны коронавируса, как вновь болезнь захлестывает с новой силой многие страны. На сегодня статистика зараженных свыше 39 миллионов человек. За эту неделю диагноз ковид поставлен почти 2 миллионам граждан по всему миру. В Кыргызстане также увеличивается число выявленных заболевших COVID-19. Только за минувшие сутки заболели 470 граждан, 5 летальных исходов. За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирус выявлен у 470 человек. В Бишкеке 98, в Аше 38, в Чуйской области 32, в Волжской области 97, в Таласской 7, Нарынской 1, Иссыкульской 17, в Джалабадской 98, в Баткенской 82 случая заражения коронавирусом. Итого в Кыргызстане зарегистрировано 51 490 случаев заражения COVID-19. Также за сутки от коронавируса скончались 5 человек. В Волжской области 3, в Нарынской 1 и в Бишкеке 1. Всего за весь период эпидемии от коронавируса умерли 1108 человек.
Болезнь проявляет себя с новой силой. В мире уже зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Последствия, увы, нерадужные. Заражение во второй раз неизбежно приводит к смерти, говорят врачи. Аппарат ИВЛ для больных коронавирусом жизненно необходим. По словам врачей, большинство пациентов обращается в больницу, находясь уже в тяжелом состоянии. В стационарах они находятся от недели до месяца. Зависит от тяжести заболевания. Я лежу уже неделю. Сначала было плохо, тяжело дышать, сейчас становится лучше. Мне пока приходится подключать кислородный концентратор, но я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Лежу 3 дня. Я вовремя обратился к врачам, поэтому чувствую себя относительно хорошо. Врачи, работающие в красной зоне, дежурят по 6 часов. Каждый день в больницу привозят пациентов в тяжелом, а иногда в критическом состоянии. Тяжелее переносят пожилые и те, у кого есть сопутствующие какие-то заболевания, как сахарный диабет, те больные, которые переносили инсульт, у кого высокое давление, ожирение. Все больные, у кого есть провоцирующие факторы, отягощающие факторы, они тяжелее переносят, конечно, а в более молодом возрасте легче переносят. Если люди замечают у себя первые признаки болезни, в первую очередь необходимо не паниковать и держаться подальше от членов своей семьи. Измерить температуру, обратиться в медучреждение по месту жительства, часто проветривать помещение, а в случае ухудшения самочувствия позвонить в скорую помощь. Из тех людей, которые здесь у нас находятся, ну, скажем так, почти 95% это те, которые уже в запущенном состоянии поступили к нам. Конечно, лечение этих больных значительно хуже, затраты больше, выздоровление значительно тяжелее. Ну а те, которые в свое время не обратились, они быстрее идут на поправку. Продолжается заболеваемость и осложнения в возрастной категории 60 и старше, потому что сама особенность этой инфекции в том, что обостряются все хронические заболевания, включая это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца, которые в таком возрастном диапазоне они имеются у многих, поэтому при заражении COVID-19 эти все осложнения проявляются. Свыше 51 тысячи переболевших коронавирусом и 1108 человек спасти не удалось. Таковы данные в Кыргызстане на сегодня. Статистика неумолимо растет, а все потому, что люди стали пренебрегать санэпиднормами. На фоне роста числа заболевших, выздоровевших в несколько раз меньше. Только за минувшие сутки отправлено домой 221 человек. Если было в сентябре около 6-7 больных, к концу сентября стало немного увеличиваться, и резкое увеличение отмечается с начала октября. Сейчас этот стационар заполнен. Поступают, конечно, около 40% тяжелых и крайне тяжелых больных. Остальная часть, 60%, больные средней тяжести. Препаратами мы обеспечены и средствами индивидуальной защиты тоже. Если у пациента 4-5 дней подряд температура не опускается ниже 38 градусов, у него затруднено дыхание, кашель и рентген показывает 50% поражения легких, ему следует немедленно обратиться в больницу. Сейчас, когда наступает сезон простуд, сложно диагностировать вирус самостоятельно, поэтому необходимо обращаться к врачу. На сегодня на стационарном лечении по-прежнему остается около 2500 пациентов, на амбулаторном чуть больше 2000. К сожалению, мы можем констатировать, что вторая волна началась у нас в Кыргызской республике, так же, как и во всем мире. Больных много, особенно в больницах сейчас находятся тяжелые больные, которые даже есть больные, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Понимаете, коронавирусная инфекция может привести к тяжелому состоянию. Лечить очень трудно, даже когда все есть. Потому что нет специальных лекарств, которые могли бы нейтрализовать этот вирус. Поэтому мы должны все внимание уделить вопросам профилактики. На этой неделе возобновила свою работу и служба горячей линии 118. Специалисты оказывают первичную медицинскую консультацию горожанам. На линиях колл-центра работает по 2 специалиста. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера. Если эпидситуация ухудшится, то консультации будут оказываться круглосуточно.
Основная цель этой линии, чтобы горожане могли своевременно получать медицинские консультации. То есть куда можно обратиться, где свободные койки есть. И вообще по медицинской части все вопросы могут получать. И в настоящее время уже во всех центрах семейной медицины, в объединенных центрах семейной медицины города Бишкек в настоящее время уже начала работать. И плюс 7 областных центрах семейной медицины. То есть в настоящее время по всей республике работают уже колл-центры. Чаще всего поступают звонки, что повышена температура или болит голова. Многие боятся, что заразились коронавирусом и решают проконсультироваться, куда идти и где сдать анализы. Например, сегодня за час поступило 7 звонков. Если у пациента есть симптомы коронавируса, то мы отправляем по его адресу мобильную бригаду. Они на месте осматривают пациента, берут анализы. Если его состояние тяжелое, то его госпитализируют. В связи с новой вспышкой коронавируса во многих странах вновь возник дефицит медработников. Некоторые жалуются на отсутствие ПЦР-тестов и СИЗов. Часть районов соседних Казахстана и Узбекистана вновь были закрыты на карантин. Число больных коронавирусом в мире выросло до 39 миллионов 634 тысяч 585 человек. Больше всего зараженных в США, свыше 8,2 миллионов человек. В Индии 7,4 миллиона, в Бразилии 5,2 миллиона, в России 1,3 миллиона, в Испании 982 тысячи зараженных. У наших ближайших соседей число больных тоже возрастает. Так, в Казахстане больных COVID-19 достигло 109 302 человека, а в Узбекистане 62 684 заразившихся. Всего от коронавируса в мире умерли 1 миллион 109 тысяч 857 человека. Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане ухудшается с каждым днем, говорят врачи. Еще способствуют росту недавние массовые акции протеста, где не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Медики утверждают, что большой поток заболевших придется спустя 10-15 дней, когда начнется проявляться COVID-19. Все больницы к приему пациентов готовы. В случае большого наплыва откроются и стационары. Медикаментов достаточно. На сегодняшний день закуплено 150 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа. Люди, находящиеся в зоне риска, получают прививки бесплатно. Имеется больше 30 видов противовирусных препаратов, которых хватит на ближайшие 3 месяца и более. Тем не менее, болезнь быстро распространяется, и с каждым днем наступает вторая волна коронавируса. Чтобы предотвратить распространение вируса, врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать все предписанные санитарные нормы. Ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и социальное дистанцирование – вот малый набор требований, чтобы уберечься от заболевания. Надежда Усова, Бексултан Курманбек Улу, Алато 24. Итоги недели. Программу продолжит краткий обзор наиболее заметных новостей недели. Понедельник, 12 октября. Эпидситуация напряженная. Как отмечают в республиканском штабе, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано 1807 случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Садыр Джапаров провел встречу с руководителями ведомств правительства. В более чем 90% многоквартирных домов в Бишкеке уже есть тепло. На ТЭЦ сейчас заготовлено более 200 тысяч тонн угля. Жители села Джункунгу Сузакского района Джалалабадской области наконец будут обеспечены чистой питьевой водой. Компания, выигравшая тендер, уже приступила к строительным работам. Строительство больницы в городе Нарын завершено на 55%. Вторник, 13 октября. С учетом прогнозов возможной второй волны коронавирусной инфекции по линии Госстроя ведется строительство и ремонтно-восстановительные работы на 14 объектах здравоохранения. Пенсионные выплаты производятся непрерывно. Социальный фонд начал выплаты пенсий за октябрь. С 1 октября ее объем увеличился на 7%. Во время режима ЧП мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил государственным, муниципальным и коммунальным службам предоставить временные послабления потребителям и не применять к ним отключения и штрафы. Государственная налоговая служба по итогам сентября перевыполнила план по сбору налогов, продолжив тенденцию предыдущих 3 месяцев. Все это результат нововведений в рамках проекта по фискализации налоговых процедур. Среда, 14 октября. В госрезиденции Аларча вновь состоялось внеочередное заседание Джогурку Кенеша. Парламентарии повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Джапарова. Все 83 депутата, присутствовавшие на заседании, утвердили состав правительства.
Отопление в дома кыргызстанцев поступает, перебоев с электроэнергией нет. На ТЭЦ Бишкека и Аша завозится уголь в полном объеме. Фонд обязательного медицинского страхования за 9 месяцев текущего года осуществил финансирование организаций здравоохранения на более чем 10 миллиардов сомов. В Министерстве юстиции продолжается цифровизация оказываемых государственных услуг. При финансовой поддержке международной финансовой организации в ведомстве установлен дизельный генератор, а также закуплен сервер для обслуживания автоматизированных информационных систем. ГУВДД совместно с Инфокомом, IT-сервисом и ГУИТ МВД создали специальное мобильное электронное приложение единого реестра нарушений, которое позволяет на месте проверять и выявлять злостных неплательщиков штрафов по проекту «Безопасный город». Сотрудникам выданы специальные планшеты для выявления нарушений на месте. Четвертый поток молодых кыргызстанцев поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I. В Российский университет кыргызстанцы поступают согласно двустороннему договору о сотрудничестве в сфере образования и науки. Директор Республиканского радиотелецентра КТРК Бактияр Алиев единогласно выбран временным исполняющим обязанности генерального директора общественной телерадиокорпорации. Четверг, 15 октября. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с должности президента. Президент и спикер сложили с себя полномочия. Об этом сообщил премьер-министр Садыр Джапаров. Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне, отметил Джапаров, выступая перед своими сторонниками у Дома правительства. В Баткенской области для прохождения осенне-зимнего периода необходимо 120 тысяч тонн угля. Для обеспечения населения углем на территории области действуют 72 угольных склада и 50 мобильных станций, которые ездят по селам и продают топливо. Энергетики из Сыкульской области за 9 месяцев установили 39 подстанций, заменили 82 трансформатора. Вместе с тем протянули новые электролинии протяженностью порядка 30 километров. Также идет обеспечение новостроек электроэнергией. В городе Ош идет активная работа по ремонту, благоустройству и озеленению дорог и придорожных участков. К ним относится и установка видеонаблюдения для обеспечения безопасности в городе. С конца сентября свекловоды Чуйской области приступили к сдаче сахарной свеклы. Так, сельские товаропроизводители из Сыкотинского района сдали на местный приемный свеклопункт порядка 40% выращенного урожая. Пятница, 16 октября. На внеочередном заседании Джугурку-Кенеша депутаты приняли к сведению отставку главы государства. Спикер парламента Канат Исаев заявил, что отказывается от исполнения обязанностей президента. Согласно Конституции, таким образом, полномочия главы государства переходят к премьер-министру Садыру Джапарову. В своей прощальной речи Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в него и поддерживали все 3 года президентства. Были, конечно, и недостатки, и недочеты, за что Сооронбай Жээнбеков попросил у народа прощения. В Джалалабаде откроют дополнительный дневной стационар, сообщили в мэрии города. Лечебницу откроют в спортивной школе Олимпийского резерва имени Радбека Санатбаева. Ранее в Джалалабаде в спорткомплексе «Газпром» также открыли дневной стационар. За неделю за медпомощью туда обратились 177 человек. Строительство школ за счет Саудовского фонда развития ведется по графику. По данным Госстроя, всего на выделенные донорами деньги планируется возвести 27 образовательных объектов. Общая сумма контрактов составила почти 26 миллионов долларов. В Таласской области продолжается уборка сахарной свеклы. Урожай по традиции доставляется на станцию Маймак и дальше по железной дороге до сахарного завода в Чуйскую область. В Волжской области работают передвижные пункты милиции. По информации областного УВД, выездные приемные составляют порядок работы совместно с главами райадминистрации. Затем мобильные бригады будут обходить села и принимать заявления от граждан. Таких приемных на территории области функционирует 7. Суббота, 17 октября. За сутки выявлено 470 новых случаев. Выздоровел от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 221 человек. За прошедшие сутки также зафиксировано 5 случаев смерти от коронавируса. Государственный комитет национальной безопасности начал досудебное расследование фактов коррупции в таможенной службе на основании материалов антикоррупционной службы. Выявлена коррупционная схема по поставке угля на ТЭЦ Бишкека.
Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров, дал интервью 2 международным телеканалам. Журналистов Аль-Джазиры и Россия-1 интересовали такие важные вопросы, как будущее Кыргызстана, международные отношения и международное сотрудничество. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетил сотрудников милиции, которые получили ранения во время беспорядков 5-6 октября и были госпитализированы. Таковы итоги этой недели, а я прощаюсь с вами до новых встреч, до свидания.